Итак, дорогие друзья, у нас еще есть бригада судей. Да, третьим судьей сегодня у нас будет Назарбек Улугалбек. Здравствуйте, дорогие уважаемые любители футзала! Кыргызспорт ТВ представляет матч на кубок Ассоциации футзала Кыргызской Республики. Этот турнир посвящен столетию кыргызского футбола. Встречаются команды футбольного клуба «Истиклол» город Душанбе и команда мини-футбольный клуб «Стилекс» город Бишкек. При помощи нашего генерального спонсора этого турнира, компания Евромебель, мы имеем возможность, друзья, лицезреть данный матч и весь турнир в целом. Слева от нас в черных цветах команда Стилекс. И давайте посмотрим на составы команд. А первым давайте узнаем, в каком составе вышли на матч наши гости из Душанбе. Команда «Истиклол». Их состав на игру: номер 1 Муратджон Муродов, номер 2 Фирус Бос Мамадов, номер 12 Некрус Идиев, номер 7 Мирсаид Камолов, номер 10 Рустам Мардинаев, номер 17 Самандар Ризомов, номер 11 Бахтиер Солиев, номер 8 Абдукаюм Умаров, номер 5 Мунис Худжаев, номер 4 Некадам Абилов, номер 6 Асламхон Мухаммаджон, номер 14 Насратшо Исмоилов, номер 9 Парвиз Худододов, главный тренер команды Эрадж Насехов и команда Стилекс город Бишкек. Их состав на игру: номер 13 Бекболот Акматалиев, номер 1 Айдос Джодарбек Улу, номер 17 Данияр Ашималиев, номер 3 Хайрат Кубанычев, номер 8 Денисбек Амандык Улу, номер 20 Ханыбек Омур Султанов, номер 15 Халдубай Акматов, номер 11 Азамат Болоткильдиев, номер 22 Алмаз Самат Улу, номер 10 Мирлан Джолдубаев, номер 14 Абдурахим Данияр Улу. И первая атака, смотрите, чуть-чуть не забивают гости, номинальные хозяева этой встречи, душанбинским «Истиклол». Номер 23 Рустам Хамидов, номер 4 Арстанбек Турсунов, капитан команды, и номер 7 Айдарбек Абдыджалил Улу, главный тренер команды «Стилекс» Рыспек Шекербеков.
Данный матч обслуживает бригада судей в составе главного судьи Нурдина Букуева, второго судьи Таланта Мамытова, третий судья Халыбек Назарбек Улу, судья-хронометрист Надыр Анарбеков, инспектор матча Эльзар Мусаев. С вами комментатор Азамат Асылбашев. И буквально вот-вот начался этот матч. Мы с вами видели первую атаку. Первая атака была, да, от Стилекса. Да, Стилекс играет в черной форме, а команда Истиклол играет в цветах красного цвета, такими с розовыми вставками на плечах. Очень интересный матч нас сегодня с вами ожидает, друзья, потому как каждая из этих команд уже сыграла по одному матчу на данном турнире, а в каждой подгруппе данного турнира всего 2 подгруппы. У нас 3 команды, и то есть всего каждая проведет 2 матча в подгруппе. 2 матча сыграл Ошский клуб в данной подгруппе Шавкат. Обе встречи, к сожалению, они проиграли как раз таки и Стилексу, и Истиклолу. Истиклол вчера выиграл со счетом 5-3, а Стилекс днем ранее победил со счетом 6-2. И, к сожалению, команда Шавкат покинула турнир, а Стилекс и Истиклол сегодня встречаются за первое место в подгруппе. И это имеет значение, потому как в полуфинале они будут встречаться со второй командой подгруппы Б, другой подгруппы. Мы сегодня с вами, дорогие друзья, увидим и второй матч другой подгруппы. Ох, через себя! Красиво, как бил 11 номер команды Стилекс Азамат Долеткильдиев. Ну вот вам, пожалуйста, сразу Стилекс дает понять, кто в доме хозяин. Насколько ребята сегодня гостеприимны к гостям, да, но, конечно же, не будем сбрасывать со счетов и таджикистанскую команду. Я уверен, что сюда приехал Истиклол не за тем, чтобы отбывать номер, а постараются ребята показать, ну, во-первых, хорошую игру, во-вторых, надеюсь, что они будут хорошими такими претендентами на высокие места в этом турнире. 17 минут 41 секунда до конца первого тайма. Счет 0-0, пока не открыт. Чуть-чуть острее выглядит команда из Бишкека. 8 номер сейчас Денисбек команды Кулу с мячом. Назад немножко, много перестроений, много движений у команд. Сейчас будет бить гол! Как гол забивает Денисбек Амандык Улу и открывает счет в матче 1-0. Замечательное начало для одной команды и немножко обескураживающее для другой. Надеюсь, что душанбинская команда себя покажет, не будет сдаваться уже в самом начале, но сейчас немножко мы видим в состоянии такого нокдауна находится команда. Вот 5-й номер Мунис Худжаев. Вроде бы в простой ситуации упускает мяч за боковую линию. Но ребятам надо собраться. Надо показать всю красоту футзала, всю мощь своей команды, все наработки, всю готовность к данному турниру и вообще готовность к хорошей игре. Прессингуют бишкекские футзалисты своих соперников, не дают выйти из своей зоны. Это и понятно. Сейчас команда забила гол и старается развить свой успех. Многие команды, да, наверное, почти все так и делают. Забив один мяч, сразу же пытаются забить второй, пока соперник еще не пришел в себя. Ромбом выстраиваются команда Истиклол. Будет удар? Нет. До верного решили разыграть Стилекс. И с вратарем можно? Нет. Ох, какой красивый сейчас был бросок вратаря. С угловой отметки разводит Стилекс. Заготовочка, удар, гол! Еще один гол забивает. И в этот раз
Айдарбек Абдыджалил Улу удваивает преимущество команды Steelers. Но что такое? Что такое Истеклол? Прошло всего лишь 3,5 минуты с начала первого тайма, с начала встречи, а уже пропустили они 2 гола. Ну что ж, ребята, надо собраться. Иначе зачем вы приехали? Зачем? Как не показать красивую игру, хороший результат? Да, надо побороться. Конечно, такие турниры служат для развития, да, нашего футзала общего, да, и для таджикистанской команды. Я уверен, это хороший опыт, международный опыт, и для наших футзалистов в том числе. Наши команды, конечно же, много играют между собой, и даже уже 2/3 нашего чемпионата прошло. Есть возможность еще ударить? Нет. И поэтому на ходу, вроде бы, с одной стороны, наши футзалисты в хорошей форме, да, им предстоят, как я говорил, уже последние игры, это финальный этап для определения чемпиона страны, в котором встретятся лучшие команды, вышедшие в финальную пульку из буферных зон. Но в какой форме ребята из Таджикистана, команда Истеклол, я не знаю. В прошлый раз я говорил, кто слушал мой репортаж, о том, что в интернете практически не найдешь информацию о таджикистанском клубе. Есть информация только о том, что эта команда была создана на базе команды из большого футбола. А Истеклол в большом футболе это грант по их меркам, по меркам таджикистанского футбола. Многократный чемпион страны. Но вот что из себя представляет команда в футзале, мы с вами видим сейчас в этом матче, дорогие друзья. Но понемножку вроде бы Истеклол приходит в себя, уже выводят они мяч из своей половины поля, доставляют его на чужую, пытаются там разыгрывать. Хорошо, и можно бить сейчас! Направо передача! Хорошо, что там есть 10-й номер команды Steelers Мирлан Джолдубаев, который практически спасает команду в этом эпизоде. Какие наработки есть у Истеклола? Налево напрашивается пас. Нет, долго держит мяч. Решил ударить поворотом. Рустам Мардинаев немножко, наверное, передержал. Да? Искал он своего партнера впереди, кто окажется в более острой позиции, наверное, но не дождался, решил ударить сам. Есть толчок? Нет. Да, все-таки был толчок. Нурдин Букуев немного с запозданием, но дает знак к остановке игры. Рустам Хамидов, кстати, игрок из Таджикистана, игрок Стилекса, игрок национальной сборной Таджикистана, Рустам Хамидов. Очень классный игрок. Всегда с удовольствием смотрю за его игрой. Да, с боковой линии будет разыгрывать Стилекс. Можно бить, наверное, сейчас. Обратный пас. Джолдубаев налево в ту зону, где никого нету. Наверное, он думал, что Денисбек немножко притормозит и окажется между игроками таджикской команды. Но Денисбек уже был на штанге дальней, ждал прострела туда. Да, небольшим преимуществом территориальным владеют бишкекчане. Потеря мяча в центре. Что можно будет сделать? Есть нарушение? Нет нарушения. Можно играть, говорит судья. Обыгрывать будет? Нет, не получается обыграть. И Нурдин Букуев подзывает 8-го номера таджикистанской команды Абдукаюма Умарова. Что-то ему выговаривает. Наверняка о том, что он все видит, всю игру. Если есть нарушение, он обязательно игру остановит. А вот Истеклол справа будет разводить. Но посмотрим, какая заготовочка есть у этой команды. Обычно в таких ситуациях разыгрываются стандарты, наигрываемые на тренировках команд.
Пока разыграли простенько. Может быть, решили пока не показывать свои секреты. Может быть, мяч должен был быть чуть ближе к воротам. Попроще стали действовать игроки бишкекской команды, и уже им тяжелее сейчас преодолевать вот рубеж в центре поля, который выстраивают соперники. Так, неправильно был введен аут, заступил игрок в поле, и поэтому Истеклол теперь будет вводить мяч игру из-за боковой линии. Проброс вперед, но ждал соперник 4-го номера таджикистанской команды Никадам Абилов. Не смог пройти по краю. Ну а счет, дорогие друзья, уже 2-0, да, 13 минут с небольшим до конца первого тайма. Впереди команда Стилекс. Истеклол понемножку пришел в себя. Есть возможность для контратаки, ну правда 2-2, даже 3, уже 2 в 3. Успевают бишкекчане вернуться. Не удалась быстрая атака Истеклола. Такая немножечко открытая игра сейчас идет. Обе команды очень быстро преодолевают центр поля, доходят до ворот и там пытаются уже бить. А кто спустится? И вратарь уже идет вперед. Прекрасно он играет ногами, мы знаем, с носка. Айдарбек Абдыджалил Улу, автор второго гола в ворота Истеклола, пытался пробить, но попал в соперника и аут. С разворота нет. Это Арсанбек Турсунов был прекрасно играющий с столба. Какая передача, но разгадали. И можно самим уйти в контратаку. Для этого нужно хороший пас сделать первый для выхода. Нет, сам продирается 17 номер по краю. Самандар Ризомов. Того уже окружили соперники и не дали пройти дальше. Хорошо, что мяч ушел от Стилекса. У Истеклола есть возможность развести мяч с боковой линии. Да, не удается сделать и не то что первый пас таджикистанской команде, но и сделать такой острый, хороший пас вблизи, чтобы игрок, партнер нашел, открылся, принял мяч у ворот соперника и мог так как-то развернуться, ударить, либо сделать еще последний пас для того, чтобы поразить ворота. Ну а тем временем Стилекс вновь сейчас в атаке. Неплохо действует Бахтиер Салеев. Выбивает мяч за боковую линию. И не успел к этому мячу игрок Стилекса. Сходу, наверное, Кайрат Кубанычев хотел пробить. Однако надо еще успеть вернуться назад. Неудобно было таджикистанскому игроку бить по воротам. Немножко не в том положении был корпус. Спиной находился к воротам. Поэтому удар нанести пока не получилось. Но есть еще время до конца и первого тайма. Достаточно времени в футзале. Мы с вами прекрасно знаем, дорогие друзья, что атаки идут очень быстро. Хватает буквально несколько секунд для того, чтобы провести атаку. Дальний удар! В прыжке! Красиво! В очередной раз Муратджон Муродов отводит угрозу от собственных ворот. Угловой. Прекрасный вратарь. Спасает он не в первый раз уже в этой встрече свою команду. Еще один удар! Все видит голкипер. Хоть и не задел никого мяч, но голкипер было видно, что он может отбить этот удар. Видел прекрасно он траекторию мяча.
Да, и Стилекс успевает прессинговать соперников, не дает возможность им сделать хороший пас. Первый по выходу из своей зоны. Мяч не ушел, можно играть дальше. Не точно. Хороший такой бросок вратаря сразу в зону противника. Можно бить! Да, Хамидов сейчас бил с первого же касания, но до ворот было приличное расстояние, и мяч к тому же еще ушел мимо. Ну, редко в футзале мяч гуляет по верху. Чаще всего, ну, 90%, наверное, всех передач мяч катится по паркету. Ой-ой-ой, сейчас пас неточный. Ну, в данной ситуации я не знаю, кто более неправ, пасующий игрок или тот, кто не спустился вниз. В большом футболе, да, есть такое правило, всегда виноват пасующий. Насколько бы не смог принять игрок, которому адресована передача, в большом футболе считается, что если ошибся принимающий, то значит что-то не так сделал игрок, который адресовал эту передачу. Но в футзале я не знаю, надо еще подумать. Разворот, можно бить, удар! Еще удар, гол! Добивает таки 12-й номер. Некрус Идиев. Мяч в ворота сокращает отставание в счете 1-2. Ну вот вам прекрасное продолжение этой игры. Интрига еще даже близко не умирает. И сейчас Истеклол наверняка поймает кураж, попытается воспользоваться состоянием грогги соперника. Возможно, сравняет счет в матче. Мирлан Джалдубаев с мячом. Получает обратный пас. Ударить он не решился. Но предсказуемо действует Хамидов. Забирает у него мяч. Нарушение правил есть. Ну и только сейчас свистит арбитр Нурдин Букуев. В пользу Стилекса было нарушение. И вратарь команды Ахмат Алиев. Бекболот налево адресует. А здесь ошибаться бишкекчанам нельзя. Нарушение. Да, неправ был Хамидов. Приносит с улыбкой извинения сопернику. Направо напрашивается передача, тем более как два там партнера есть. Но 23-й номер бишкекской команды Рустам Хамидов вовремя оказался. Ой, какой удар такой в стиле Бекхэма, наверное, за шиворот вратарю. Попытался нанести игрок таджикистанской команды Истеклол. Но Ахмат Алиев вернулся назад, вытянул руки. И мяч к тому же прошел выше перекладины. Ошибается Хамидов. Есть возможность для атаки. Ну! Обыгрывает вратаря. Ах, неудобно. Мяч лег под ногу 11-му номеру таджикистанской команды. Не смог он ударить. Это был Бахтиер Солиев. Но удар? Нет. Это был удар или передача. Но Бахтиер с мячом. На дальнюю под удар, но высоковато, да, 17 номер вроде бы размахнулся для удара Самандар Ризомов, но слишком высоко ушел мяч. Да, замысел вратаря, конечно, понятен. Видя, что 22-й номер команды Стилекс Алмаз Саматулу находится в непосредственной близости от ворот, таким пасом на небольшой высоте адресовал мяч партнеру, чтобы тот замкнул
передачу головой. Поджимают таджикистанские футзалисты соперника. Направо есть свободная зона. Масса времени для принятия решения. Ударить или сделать пас острый. Решил ударить. Пока не точно. Немножко сбавили обороты игроки команды Stilex. А таджикистанские спортсмены уже активизировались. И вот они уже владеют инициативой. Но, по крайней мере, в эти минуты нарушения не было. Можно играть с боковой линии. Надо разводить мяч. Но никак не могут выйти бишкекчане из своей зоны. Теряют мяч. Наступает на мяч. К сожалению, четверочка Истеклола. Ну хорошо, он не смог Stilex уйти большими силами в атаку. Повезло. Да и к тому же потери мяча. Истеклола разводит с аута. Можно играть направо. Будет удар соперника. Да, сейчас было нарушение, да. И Нурдин Букуев подзывает Рустама Мардинаева. Говорит, я все вижу, даю вам играть. Будет явное нарушение, я обязательно остановлю игру. Так, наверное, можно интерпретировать сейчас монолог судьи. Неплохо. А здесь между игроками никого не было. Успевают вернуться игроки Истеклола. Игры рукой не было. Можно играть. Ханыбек Умурсултанов головой скидывал. Пока неудачно. Можно бить издалека. Гол! Ничего себе! Не видел удара вратарь бишкекской команды. И 20 номер. Да, какой номер забил сейчас? Я не видел. 14 номер, да? 14 номер команды Истеклол. Насратшо Исмаилов сравнивает счет в матче. 2-2. Ну вот вам, пожалуйста, нельзя расслабляться. Такая секундная расслабленность и сразу гол. И Stilex сразу бежит в атаку. Вроде бы сейчас только недавно выигрывали 2-0, но уже 2-2. Можно бить. Налево. Далековато себе подыгрывал 7 номер Айдарбек Абдыжалил Улу. Так, немножко непонятно. Да, судья показывает, что заступил в поле. Удар. Пока не встали в позицию. Удар. Еще один. Но пока все удары на себя принимают игроки таджикистанской команды. Опять, ну что такое? Что каскад нарушений при вводе мяча в игру. Обеим тренерам, наверное, надо сказать в перерыве или в тайм-ауте о том, чтобы они были очень внимательны. Как вводить мяч в игру, ну, конечно, профессионалы знают. Но иногда увлекаются борьбой, эмоциями. Но это не мудрено. В счет в нашем матче это 2-2. Равный за 5,5 минут до окончания первого тайма. Передача вперед. Разворот. Ну, Турсунов держит мяч неплохо, но адресовать точно партнерам не получилось у него. На вратаря пас. И здесь вратарь, конечно, может играть сколько угодно по времени. Угловой.
Что-то показывает сейчас игрок Стилекса. Заготовочку какую-то. И вратарю. Что-то много фолов у обеих команд, но смотрю на табло, вижу, что по фолам-то счет тоже равный. 3-3. Ахматалиев, Бекболот у мяча, но звучит сирена. Тайм-аут берет кто? Тайм-аут берет команда Стилекс. Конечно же, есть над чем подумать, есть о чем поговорить, что донести тренеру до ребят. И первым правом в этом тайме пользуется команда Стилекс. Время, отведенное на тайм-аут, закончилось. И Стеклол вернулся уже на поле. Возвращается и Стилекс. И вратарь команды Стилекс, Бекболот Ахматалиев, у мяча. Что-то они придумали. Удар! Не доходит мяч до ворот. Продолжается атака Стилекса. Голкипер даже с мячом. Налево. Да, используют частенько команды, в которых есть этот голкипер. В прошлом году знаем, что он выступал за команду РМ из города Ош. Ахматалиев Бекболот всегда играет пятого полевого в играх. Попробовали сейчас Стилекс сыграть в пятого полевого, пока неудачно. И Стеклол в атаке, ну, можно бить, нет. Отпускает он немножко мяч. Обработать налево, пас. Ну, чуть-чуть вышел таким. И тут же тайм-аут берет команда Истеклол. Не знаю, зачем взяли тайм-аут. Вроде неплохо команда играла, но что-то не понравилось тренеру. Возможно, есть над чем подумать в создании атаки. Я предполагаю, что есть какие-то наработки у команды, о которых надо вспомнить, о которых надо сказать еще раз тренеру, своим ребятам. Как действовать в атаке, куда забегать, в какие зоны, в каком моменте. Да, необходимо освежить память. Наверняка тренер говорит сейчас об этом. Понятное дело, обе команды уже решили, наверное, первую задачу турнира. Обе команды вышли в полуфинал. Но кто с какого места решается в сегодняшнем матче. Кто будет их соперником, решится в матче следующем, который начнется в 7 часов 20 минут. Дорогие друзья, вы можете на нашем канале его также посмотреть. Встречаются команды Мурас и Фарватер. Но у нас тайм-аут позади. Командам необходимо вернуться на паркет. Давайте посмотрим. Очень любопытно посмотреть, что придумал Истеклол. О чем говорил им сейчас тренер. Ну, доставляется мяч, по крайней мере, хорошо вперед. Принимает вблизи ворот. 11 номер команды Истеклол. Играет столба Бахтиер Солиев. Находится недалеко от вратаря. Он закрывает ему обзор. Потеря мяча 2 в 1. Прекрасно играет защитник Самандар Ризомов. Ну, защитник в этой ситуации, конечно же, мы все знаем, что деление на защитника и нападающего весьма условно в футзале.
Кто играет последнего для меня, лично тот и защитник. Ну, в данном эпизоде он играл защитника. Хорошо, одного, второго, третьего обыграть не получается. И Стилекс в атаку устремляется, но теряет мяч, к сожалению, для них. И, к счастью, для таджикистанской команды, для их любителей. Знаем, что немало любителей таджикистанской команды сейчас наблюдают в прямом эфире за игрой своей любимой команды. Поддерживают их, и это прекрасно. Наверняка команда знает об этом, наверняка команда играет и для своих зрителей в том числе. Проход по правому краю, падает, да, задел, конечно же, поднимает обе руки Азамат Дулеткильдиев, но все-таки было нарушение. 5 фолов набирает Стилекс, показывает Нурдин Букуев. Все, больше фолить команде из Бишкека нельзя, иначе будут пробиваться уже пенальти. Мимо. Остановить мяч надо, неудачно. Это выходит у 10-го номера команды Стилекс Мирлана Джолдубаева. Угловой, тем не менее, на чеку оборона Истеклола. Удар! Можно играть. Выбивают. Активно перемещаются игроки Стилекса. Это значит, силы еще есть у ребят. Ну, конечно, еще целый тайм впереди. Неплохо! Куда пас? Вот этот пас, конечно, от Мирлана Джолдубаева, я не знаю. Слишком уж неточный. Ну и Истеклол сейчас готов показать за 2 минуты 36 секунд до конца первого тайма в атаке Стилекс. 8 на чеку. Абдукаим Умаров спокойно выбивает мяч в аут. Прерывает тем самым атаку соперника. С разворота будет бить? Нет, неудобно. Будь диагональ. Да, забегает там игрок Истеклола, поднимает голову. Второй раз тоже не получается сделать пас. Свисток молчит, играть можно. Успевает вернуться назад вся четверка команды Истеклол. Перехват. Ну какой же пас сейчас был у Мирлана Джолдубаева. Удар. Ай, чуть-чуть совсем не хватило. 11 номер Бахтиёру Солиеву для того, чтобы поразить ворота Бекболота Ахматалиева. Но смотрите, какая была атака. Да? Перехват молниеносный, выход на ударную позицию и удар в дальний угол. Все было сделано четко. Что-то показывают игроки партнерам команды Стилекс. Какая-то другая заготовочка у них. Бекболот Ахматалиев, по крайней мере, справа уже. Терять мяч нельзя. Турсунов там отборолся, вернул партнерам мяч. И необходимо Стилексу заново строить свои нападающие такие узоры. Кружева атаки. Ой, как ошибается сейчас Бекболот. Не попал он по мячу. Быстро возвращается
на ворота. Ой, как хорошо, красиво, через себя Бахтиер Солиев сейчас действовал. Да, этот игрок на острие очень опасен. Мы с вами видели, как он неоднократно угрожал сегодня воротам. Ой, какой пас плохой опять. Удар! Мимо. 17 номер Самандар Ризомов наносил этот удар. Не попал. Выпускает Самандар мяч за боковую линию. 20 секунд до конца первого тайма. Счет 2-2. Но счет, наверное, по игре, да. Мы видели, как неплохо играет и бишкекская команда. Видели, как и хорошо играет таджикистанская команда. Но вратарь сейчас для профилактики Мурадджон Муродов прыгнул. Видел, что мяч уходит мимо ворот. Восемь секунд. На голову набрасывал на Айдарбека Абдаджилил Улу, вратарь команды Стилекс. Мяч попал в голову действительно и ушел мимо ворот. Успеет завершить? Нет, не успеет. Звучит сирена. Первый тайм позади, дорогие друзья. 2-2 счет в этом интереснейшем поединке. Команды отправляются на перерыв. А у нас с вами, друзья, нет перерыва в этом вещании. Сейчас будут игроки пробивать 10-метровые удары. Ну и первый выходит на ударную позицию. 8-й номер таджикистанской команды Истиклол Абдукаюм Умаров. А противостоит ему вратарь Айдос Джодарбек Улу. Разбег, удар, мимо! И у таджикистанской команды сменился голкипер. Фируз Бозмамадов занимает место в воротах. Амирлан Джолдубаев у команды Стилекс вышагивает назад. Бьет, отбивает. Вратарь, а? Смотрите, смог он угадать направление мяча. И вновь Абдукаюм Умаров. Удар, гол, пропускает между ног все-таки Айдос Джодарбек Улу. Но сможет со второй попытки с 10-метровой отметки забить Мирлан. Удар! Нет. Голкипер Истиклола на высоте. Третья попытка у Абдукаюма. Абдукаюм или Айдос. Удар! Гол! Забивает. Еще раз Абдукаюм. Ну, 2 раза он забил, да. А у Мирлана пока ни одного забитого. Удар, гол. Забивает Мирлан с третьей попытки. И сейчас будет буллит. Буллит это как в хоккее, да? Когда с центра поля хоккеист начинает раскатываться, берет шайбу и старается в движении поразить ворота соперникам. В футзале есть тоже такое. В этом турнире тоже есть. 6-й номер команды Истиклол Мухаммадджон Асламхон. Начинает движение к воротам. Удар. Айдос Джодарбек Улу отразил этот удар.
Ну а в Стилексе этот же прием будет демонстрировать Рустам Хамидов. Также угадывает вратарь Истиклола. И отбивает мяч. Вторая попытка. Гол! Да, будет гол! Отлично! Мухаммаджон рад очень этому. Хамидов. Тоже забивает. Третья попытка Мухаммаджона. Вправо будет уходить, да? Ну, Айдос, да, угадал направление обыгрыша. Третья попытка была неудачная. Ну, что покажет теперь Хамидов? Удар. Попадает в вратаря. Тоже не забивает. Но, дорогие друзья, нас с вами ждет второй тайм интереснейшего поединка. Истиклол, Стилекс буквально через минуту. Не переключайтесь, разве что на чашечку кофе. Итак, начался второй тайм матча между командами Истиклол Душанбе и Стилекс Бишкек. Матч проходит в рамках Кубка Ассоциации футзала Кыргызской Республики. Этот турнир посвящен празднованию столетия кыргызского футбола. Счет после первого тайма 2-2. Турнирное значение данный матч имеет. Кто выиграет сегодня, займет первое место в подгруппе и будет встречаться в полуфинале с командой, занявшей второе место в подгруппе Б. Пока счет ничейный, 2-2. Обе команды демонстрируют футбол хорошего качества. Матч проходит в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром», город Бишкек. Ну а спонсором турнира, генеральный спонсор турнира, это компания Евромебель. Цены для жизни. Смотрим футбол, смотрим футзал. В атаке Стилекс никак не могут приблизиться к воротам соперника, выйти на ударную позицию. Хамидов назад. Под правую ногу себе удар с внешней стороны. Мяч в сетку попадает. И голкипер Истиклола Муратджон Муродов вводит мяч в игру. Стилекс низко опускается. Дает возможность сопернику спокойно перейти в центр поля. В атаке Истиклол. Ой, как ошибается Джолдубаев. Ну, и вратарь успел вернуться. А вратарь-то сменился у команды Стилекс. Айдос Джодорбек Улу занял последний рубеж. Джолдубаев направо. Кто будет первый на мяче? Вроде бы оба игрока, и голкипер таджикистанской команды, и игрок бишкекского Стилекса одновременно подходили к мячу. Чуть-чуть на мгновение ранее на мяче был голкипер. Удар! Джолдубаев бил поворотом.
Не попал. Ну вот и Истеклол играет. Позиционно, можно так сказать, да. Выпускают мяч они за боковую линию. Стилекс будет вводить. Джолдубаев поднимает голову. Кому можно сделать пас? Голкиперу. Поджимает соперника. Игроки команды Истеклол не дают даже принять мяч. И вынуждают отпустить за боковую линию мяч. Сами разыгрывают. Одного обыграл. Можно идти дальше. Удар! Опасный был удар. Если бы он шел в створ, я не уверен, что Айдос смог бы отбить его. Слишком с запозданием он среагировал, но и удар был очень сильный. С близкого расстояния. Арстанбек, Турсунов. Под правую ножку себе подыгрывал Кайрат Кубанычев, но соперник ждал этого движения, поэтому помешал. Да и не точен был удар, поэтому голкипер разводит от ворот. Да, в этой зоне никого не было. Из игроков Истеклола. И Стилекс начинает свою атаку. Неплохо. Арстанбек смотрит, где находятся его партнеры. Спокойно спиной продвигается понемногу. Ну, грамотно защищается Истеклол. Смотрите. Каждый знает четко свою позицию. Не играют они персонально. Играют они такую в зонную, скажем, защиту. Перекрывают все диагонали, и этот пас не проходит. Прокат. Но там уже два игрока накрывали этот пас, прострел Айдарбека. Ой, какой сейчас мог быть удар хороший, а! Удар-то вышел хорошим, но вратарь там молодец. 10-й номер сейчас таджикистанской команды Рустам Мардинаев. Я не понял, он сам, по-моему, не так наступил на паркет. Лежит сейчас и требуется помощь врачей. Подвернул, наверное, ногу, да. Контакта как такового там не было. Рустам Мардинаев находится на паркете. Надеемся, что все с ним будет в порядке. Поднимается, во всяком случае, он с помощью врача. Покидает он поле. Сможет ли продолжить игру? Но, по крайней мере, усаживается он на скамейку. Надеемся, что все с ним хорошо. Игра продолжается. Турсунов не успевает к этому мячу. Да, неудобно было ему обработать такой мяч. Потеря.
Нет, мяч не ушел, можно играть дальше. Напрашивался пас, да, по бровке. Нет, по-другому решил сделать Айдарбек. Атака продолжается. Турсунов. До конца борется Турсунов. К сожалению, упускает мяч, но хорошо есть партнеры, которые подстраховали. Смещение вправо. Нет, ждали это смещение соперники. Отбивается Истеклол. Прижался он немножко к своим воротам. Есть возможность у Стилыкса атаковать. Сходу. Нет, это был пас. Удар. Мимо. Недоволен тренер Истеклола. Что-то выговаривает своим ребятам у бровки. Счет, напоминаю, 2-2 у нас по фолам, 0-0. Удивительно, но прошло почти 10 минут. Ну, 6 минут 20 секунд прошло с начала второго тайма. Фолов еще не было, а в первом тайме фолов было 5 у Стилыкса, 3 у Истеклола. В атаке бишкекская команда. Нет, вратарь должен брать, да, забирает мяч, и Истеклол идет в контратаку, пока не вернулись все игроки. Можно бить поворот в дальний угол. Шел мяч, и Айдос выручает в данной ситуации. Не случайно Азамат Давлеткулдиев подходит к Айдосу и его бьет по руке. Молодец, говорит. Выручил нас. Мимо. Не получился удар у игрока Истеклола. Быстро возвращается он назад. Это восьмерочка. Абдукаюм Умаров. Хамидов с мячом. Джалдубаев смещается в центр. Турсунова. Турсунов. От Турсунова мяч отскочил. И Истеклол в атаке. Можно бить. Пас, удар, гол! Есть третий гол. 8-й номер команды Истеклол Абдукаюм Умаров забивает третий мяч. Выводит свою команду вперед. Чем ответит Стилекс? Очень интересно. 12 минут 35 секунд до конца встречи. Есть еще время. Насколько сейчас готова команда Стилекс что-то противопоставить при данном развитии ситуации? Обыгрывать будет? Нет. Падает, но сохраняет мяч Стилекс. Нет, к сожалению, мяч ушел за боковую линию, и поэтому Истеклол будет вводить мяч в игру. Ох, неудобно давал пас. И второй пас поэтому был неудобный. От Истеклола ушел мяч в аут. Кинжальную атаку все-таки, да, провели игроки Истеклола. Буквально вот в футзале всегда так минутно, даже не минутно, там 2-3-секундная расслабленность игроков противника, соперника позволяет команде провести быструю атаку, неожиданную для соперника. Даже шаг в сторону на 1-2 метра уже все меняет. Как раз таки вот игрок, который 8-й номер находился у ворот. Ох, и ответный гол! Забивает Мирлан Джолдубаев. Счет становится 3-3. Вся команда на скамейке даже встает и приветствует Мирлана. Вроде бы нелогично там складывалась ситуация. Вроде все игроки были по позициям, но нашел Мирлан лазейку в дальнем углу ворот.
ворот соперника. И именно туда направил этот мяч. 3-3 счет. И это уже интересно. 11 минут с небольшим до конца встречи. С вратарем можно сыграть. Неудобно было, да, неудобно, но надо потерпеть. Но чей характер окажется тверже сегодня? Конечно, это не финальный матч, не матч на вылет, но все же. Ну, кстати, эти две команды могут встретиться и в финале, да, в полуфинал. Мы знаем точно, что обе команды прошли. Их соперниками будет либо Мурас, либо Фарватер. Кто-то из них встретится с одной командой, кто-то встретится с другой. Пока еще неизвестно. Точно будет известно по окончании и этого матча, и матча, который нас с вами ждет в 7:20, дорогие друзья. Но если обе эти команды победят своих соперников в полуфинале, могут, конечно, вновь встретиться в финале. И кто знает, может быть, это репетиция финала. Ну что будет, пробрасывать? Да, пробрасывает, бьет поворотом, так как партнера видел, что нет на дальней штанге, никто не открылся, поэтому бил поворотом мимо. Да, мыслить надо очень быстро. В футзале скорости очень большие. Надо принимать мгновенные решения. Бить поворотом или делать прострел вдоль ворот. Хорошо! На ударную позицию выводят партнеры третьего номера команды Steelers Хайрата Кубанычева. Он выходит на свидание с голкипером и отправляет мяч в сетку ворот. 4-3. И Steelers уже выходит вперед. Какой интересный матч, дорогие друзья. 4-3. Чем ответит Истеклол теперь? Ну, интересный матч. Смотрится матч. Неудобный был пас. И там Турсунов есть. Ему адресовалась эта передача, но подстраховал партнера восьмерочка Истеклола Абдукаюм Умаров и отправляет мяч за боковую линию. Совсем недалеко от углового. Сходу можно бить. Вратарь был на чеку, видел он этот удар, но полевой игрок помог ему, отразил, принял этот удар на себя. Продолжается атака Steelers. Нет, перехват. Налево. Отработал до конца сейчас Денисбек. Амандыкулу номер 8 бишкекской команды не дал возможности 17-му приблизиться к воротам. Самандар Ризомов получил такой небольшой болезненный удар. Но все в порядке. Ой, какой пас нехороший. Ну, долго уж держит Айдарбек этот мяч. Хорошо. Немножко не под ногу был этот пас. Обратно. Потеря. Отработал Айдарбек в обороне. Ой, какая потеря! Удар! Могли сейчас наказать соперника за расслабленность. Да, 17 номер Самандар Ризомов подкараулил и эту возможность бил поворотом. Не случился у него хороший, точный, прицельный удар. И в атаке уже Steelers. Хамидов. С левой ноги будет бить. Нет, перекладывать на правую ногу Рустам. Еще правее мяч.
Да, Хамидов просил, было видно, под правую ножку себе, под удар. Не получился он хорошим, но мяч по пути кого-то задел из игроков Истиклола, поэтому угловой. Судья уже считает. Неточный пас. Да, уже читают, как говорят футболисты, Хамидова. Игроки Истиклола не дают ему возможности пройти вправо, сместиться вправо и ударить. «4-3». И меньше 8 минут до конца встречи. Впереди Стилекс. Упускают мяч, да? Да, упускают мяч за боковую линию. Хамидов. И Истиклол будет разыгрывать аут. Хорошо принял игрок Истиклол. Развернул, смотрите, обошел двоих. И там уже такой тактический фол от 8 номера. Денисбека Амандыкулу был сейчас. Конечно, двоих оставил таджикский футзалист. Двоих соперников, поэтому нельзя было давать ему возможность. Именно этим руководствовал сейчас Денисбек и нарушал правила. Не грубо, но все-таки это нарушение. Длинный разбег, будет бить сейчас Рустам Ардинаев. Удар! Айдо спасает, второй удар, мимо. С аута разыгрывает Истиклол. Удар. Попадает в соперника. Задвигались быстрее обе команды. Ну и мяч уходит от Каныбека Мурсултанова. И Истиклол в такой продолжительной по футзальным меркам атаке. Хорошо, можно бить сходу. Мимо. Не попал в ворота Никодам Абилов. Интересно. Персонально играет против 17 номера нашего. С центра поля прям. Бежал вместе с ним игрок Истиклола. Во вратаря попадает Айдарбек Абдаджалил Улу. Угловой. Судья просит найти 14 номера Истиклола на положенные 5 метров. Дает свисток. Можно играть. Под удар. Пропускают. С левой ноги бил 3 номер. И Истиклол в контратаке. Успевает вернуться игроки Стилекса. С левой ноги нет. Стеной встали игроки Стилекса. Устремляют свою контратаку. Ай, как же. Еще один удар. Нет, не получается ничего выжить из этой атаки. Бишкекской команде Стилекс. На паркете лежит игрок Истиклола. Требуется ему помощь, поэтому остановлена сейчас игра. Не заметил я, что там случилось, но давайте посмотрим, дорогие друзья. Это в том эпизоде, когда он наткнулся на двоих игроков, которые выстрелили в стенку, но там, трудно сказать, нарушения игры не было. Игрок бил, два игрока соперника встали перед ним. Нет, там ничего такого грубого, конечно, не было. Это футбол, конечно, это футзал. Случаются такие ситуации, ничего криминального в этом я не вижу. Это борьба, это мужская игра, это футзал, ребята. Направляется он на скамейку. Конечно, желаем ему, как и тренер, быстрее восстановиться.
А игра у нас продолжается. 4-3, Стилекс впереди за 6 минут до окончания матча. Судья уже считает. Под удар. Ой, какой был рикошет. И что, гол? Да, это гол! Это гол! Третий номер команды Стилекс забивает Кайрат Кубанычев. Сейчас становится 5-3. Обескураженные игроки таджикистанской команды. Но им необходимо сейчас наращивать, да, наращивать преимущество. Необходимо выцарапать это преимущество и постараться отпитать 2 гола. Хорошо. Отлично. Под удар. Но он... Ай-яй-яй-яй. Да, я подумал, зря он это сделал, но он видел своего партнера на дальние штанги. Кайрат Кубанычев все делал зряче. Кому он отдавал там? На Арстанбека Турсунова. Нет, это был Айдарбек Абдыджалил Улу. Именно он подкараулил соперников у дальней штанги ворот и забил. Счет становится 6-3. Сложно, неимоверно сложно будет Истиклолу отыграть 3 мяча. Но это, дорогие друзья, это футзал, такое бывает. Разница в 3 мяча отыгрывается очень часто в матчах футзала. Турсунов с мячом. Ну, я думаю, сейчас, наверное, необходимо тренеру Истиклола что-то предпринять. Может быть, стоит взять тайм-аут. Совсем уж поплыли ребята из Душанбе. Да, 3 мяча отыграть несложно. Бывает такое, конечно, в футзале, очень часто. И здесь надо тренеру, наверное, что-то такое подсказать ребятам, чтобы они перестроились, чтобы они в мышлении, наверное, перестроились. Но вот такая контратака, чтобы не проходила, да. Уже поймал кураж Айдарбек Абдыджалил Улу после забитого гола. Буквально опережает своего оппонента во всем, в скорости, в позиции. И вынуждает соперников фалить на себе. Удивительно, но счет по фолам 1-1. А по голам 6-3 в пользу Стилекса. Длинный разбег. Удар! Вратарь вытаскивает. Красавец вратарь. Сложный был для него удар. Несмотря на то, что бил Айдарбек сдалека. Но шел мяч в ворота. Был такой сильный удар. Еще нужно было среагировать на него. Ну вот уже до собственных ворот докатили мяч игроки Стилекса. И это тоже нормально для футзала, чтобы сохранить мяч. Хорошо выводят. Ах, игроки, партнеры Ханыбекова, Мурсултанова. Не доставал он этот мяч. А так бы мог выйти 1-1 с голкипером. А вот в этом эпизоде кто будет на высоте? Падает Айдос. Но не смог его перекинуть игрок Истиклола. Выйдя победителем из этого поединка, ой, какая потеря! Накажут! Удар! Мимо! Не попал поворотом Бахтиер Солиев. Но сейчас вообще не идет никак ни удар, ни атака у ребят Истиклола. Вот какой-то вот завершенности им не хватает, да, в эпизодах. Вроде бы создают моменты, но... Ой! Удар!
И опять не попадает в ворота 17 номер Самандар Ризомов. Вот не хватает вот и в самой концовочке, да, для завершения надо же попасть в ворота, да попасть так, чтобы и голкипер не достал. У них было сейчас 2-3 прекрасных момента, могли уже сравнять счет. Но команде Steelers нельзя расслабляться. Нарушение правил. Да, владел мячом Мирлан Джолдубаев, а его с двух сторон атаковали соперники. И атаковали вне рамок правил. Но чаще обычного ошибаются сейчас игроки Стилекса. Накажет их за это соперник или нет? Вот опять, смотрите. Но распорядиться бы мячом теперь, да, грамотно. И по позициям хорошо занять, да, после отбора мяча. Но, понятное дело, конец матча. Силы тоже не бесконечны у игроков обеих команд. Понятно, что в конце встречи пропадает немножко точность, да. И скорость мысли пропадает, но все равно матч смотрится 6-3 вроде бы. Но у обеих команд есть возможности, как у одной команды, так и у другой, чтобы забить. Выбивает сейчас Омур Султанов мяч. Изловчился он, хотя было неудобно. Две минуты до конца встречи. Удар дальний. Но Айдос пока не давал повода усомниться ни партнерам, ни соперникам. А вот сейчас головой можно бить. Ой, как чуть не помешал своему голкиперу Абдукаюма Умаров. Не отправил мяч в ворота угловой. С лета удар. Не получается. Бил Алмаз Саматулу. Хамидов будет разводить с боковой линии. Вновь бил Алмаз Саматулу, вновь неудачно, а здесь и Айдос выходит далеко вперед. Ну, какая-то вот неразбериха на поле. Одни теряют мяч, другие теряют мяч, какая-то сутолока. Не поймешь, кто во что играет. Но до конца, дорогие друзья, 1,5 минуты времени, может быть, поэтому. Стилекс в атаке. Хамидов с мячом. Уходит в центр, отдает назад. Ах, немножко не точно. Но хорошо партнер помог. Достал этот мяч. Можно идти по флангу, да. Сделать передачу направо. Там нет никого. Ну что за удар? Что за удар? Алмаз Саматулу. Нарушений здесь нету. Надо вставать и играть дальше. «47 секунд до конца». Ясно, что уже Стилерс побеждает, но с каким счетом – это вопрос. Ну, нет, сейчас тоже не получается у игроков. Стеклола и Хамидов отправляет на свидание с голкипером, перекидывает. Нет, тоже не получается у него это сделать. Перекидка сегодня не идет у Стилерса. 30 секунд до конца, и мяч остается у Стилерса. Айдос долго уже держит мяч, судья хорошо не свистнул. И теперь Стеклол в атаке. Неплохо. Удар по воротам. Спасает Айдос. Неудобно было. В противоход шел этот мяч. Айдос падал влево, а мяч шел ему вправо. Но исхитрился он. Вытащил этот мяч угловой. И Стеклол, наверное, последний разводит
на последнего игрока. Теряет он мяч, Хамидов устремляется вперед. Голкипер пошел навстречу, потом вернулся назад. Удар! В штангу попадает Хамидов. 5 секунд до конца. Нет, не успеют даже сделать удар. Не видят они табло, не видят время. И звучит финальная сирена со счетом 6-3. В этой встрече побеждает бишкекская команда Стилекс. Ну а Истиклол сегодня показал свои хорошие качества, может быть не лучшие, но сегодня сильнее была команда Стилекс. Истиклол показала хорошую игру. Обе команды вышли в полуфинал. Поздравляем их, конечно, с этим событием, с этим выходом в полуфинал. Мы еще их игру увидим, дорогие зрители. 6-3 Стилекс побеждает. Генеральный спонсор турнира компания Евромебель. С помощью таких вот партнеров, дорогие друзья, мы имеем возможность наблюдать за такими матчами, за такими турнирами. Турсунов у мяча у команды Стилекс. Противостоит ему другой голкипер Фируз Борзмамадов. В штангу попадает Турсунов. 14 номер у команды Истиклол. Идет к мячу Насрат Шо Исмоилов. Против Айдоса Джодарбек Улу. Разбег. Чуть-чуть не достает Айдос. Гол забивает таджикистанский футболист. Мирлан Джолдубаев подходит к 6-метровой отметке. Свисток. Попадает он во вратаря. Некрус Идиев разбегается. Удар! Гол! Еще один гол таджикистанской команды. Денисбек Амандыкулу устанавливает мяч на отметку. Нурдин Букуев, главный судья матча, просит Денисбека установить мяч точно на отметку. Свисток. Удар, гол. Немного не угадал таджикистанский голкипер с ударом соперника. Абдукаюм Умаров будет бить сейчас. Вновь он забивает. Айдос не угадывает вновь направление мяча. Не может отбить он. Омур Султанов, Каныбек. Да, угадывает таджикистанский голкипер. Направление удара, отбивает мяч. Десяточка Истиклола. Рустам Мардинаев разбегается. Попадает в перекладину. Не смог он обыграть Бекболота Ахматалиева. Спокойно забивает Азамат Долкильдиев этот мяч. Но и сейчас не Кадам, а Билов будет наносить удар. Удар, гол! Ну что ж, на этом закончен процесс исполнения 6-метровых ударов. И команды благодарят друг друга за хорошую игру. Напоминаю, что счет 6-3
в этом матче. С вами был комментатор Азамат Асылбашев. Буквально через некоторое время, в 7:20, если быть точнее, смотрите наш второй матч на нашем канале, на нашем YouTube канале, в сетях кабельного телевидения Ахнет, Мегалайн, Нео Телеком. Матч между командами Мурас и Фарватер, тоже матч за первое место в подгруппе, будет, я думаю, будет не менее интересным. А я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.